Дуслар, барыгызга да сәлам. Наурыз кутлы булсын, Наурыз мубарак булсын. Всем привет! Всех поздравляю с Наврузом и напоминаю, что вы на канале YouTube Татарочки. Меня зовут Алсу Хафиз, за камерой Айнур Ахметов. Сегодня все тюркские народы празднуют приход настоящей весны. И это отличный повод поговорить о традициях праздника Навруз и посмотреть, как его отмечают в Казани. Жители Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Македонии, Албании, Грузии, стран Ближнего Востока, Индии и некоторых регионов России сегодня отмечают наш общий тюркский праздник Навруз. С 2009 года 21 марта официально Международный день Навруз. Почему же Навруз отмечает 21 марта? Все просто, потому что сегодня день весеннего равноденствия, и оба полушария Земли от экватора до полюсов прогреваются примерно одинаково. Навруз тесно связан с земледелием и зародился около 3000 лет назад. Также в его основе элементы зороастризма и почитания солнца. Зороастрийцы считали, что люди каждую весну должны отмечать появление жизни на земле. Но Навруз не празднуется арабами и отмечается теми народами, которые проживали на территории Ближнего Востока до прихода туда ислама. Например, в Турцию Навруз принесли курды, изначально исповедовавшие зороастризм. Но в стране с 1925 по 1992 год вообще не отмечали этот день, а в Сирии не празднуют до сих пор. В некоторых странах сегодня государственный праздник. Например, в Албании, в Азербайджане, Македонии, Туркмении, Казахстане. А какие традиции существуют в этих странах? Например, у многих сохранился обычай разжигать ритуальные костры, зажигать факелы и свечи. Традиция берет корни со времен зороастрийцев, ведь они поклонялись огню и считали его жизненной силой. Вот почему до наступления Навруза многие проводят символические обряды очищения. Конечно, есть традиция накрывать праздничный стол. На них, как правило, появляются круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, других бобовых. В Навруз готовят кушанье из 7 преимущественно растительных продуктов. А наиболее известным и праздничным блюдом является сумаляк – блюдо из пророщенных ростков пшеницы. Примерно за неделю до праздника представители старшего поколения высеивают дома семена пшеницы или чечевицы. Как раз к Наврузу они прорастают вверх такой нежной зелененькой травкой на 5-7 сантиметров, и вот это становится главным украшением праздничного стола и символом зарождения новой жизни. У татар такой традиции в рамках празднования Навруза нет. Мы семена пшеницы не проращиваем, дальше я расскажу почему. Но вот примерно мы попытались создать антураж праздничного стола, и немножко зелени у нас сегодня в кадре тоже есть. Традиционные блюда для праздничного дастархана в Навруз бывают разными. Так в Казахстане готовят питательный злаковый суп, который нужно попробовать в 7 домах, чтобы заручиться поддержкой природы в будущем году. Готовят его также из 7 ингредиентов – воды, соли, муки, лапши, молока или айрана, творожного курта, крупы и мяса. В Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане в канун праздника готовят похожее на халву блюдо из пророщенных зерен пшеницы – сумаляк. Зерна перемалывают, отжимают, смешивают с мукой, хлопковым маслом и орехами в большом котле, долго-долго-долго перемешивают и получают питательный кисель. В некоторых странах праздничный стол называют хафт-син, и ставить на него принято 7 продуктов, названия которых начинаются с арабской буквы «син». Это могут быть яблоки, дикие маслины, чеснок, проросшее зерно, уксус, семена руты и черные семечки. В Центральной Азии, по традиции, готовят к праздничному столу и плов, без которого не обходится ни одно застолье. А на Кавказе готовят разнообразные блюда из баранины, курицы, яиц и рыбы, которые обильно приправлены местными пряностями и, естественно, украшены зеленью, как это любят на Кавказе. В каждом доме, куда пришли гости, хозяин протягивает блюдо с едва проросшим зерном. Его поедание символизирует приобщение к возрождению всего живого. Во многих странах проходят народные гуляния.
Где-то украшают рабочие места, прямо как у нас на Новый год. Проходят тематические выставки и концерты. В России Наурус отмечается как национальный праздник в нескольких регионах страны. Это Татарстан, Башкортостан, Дагестан. А в Казани уже много лет главным организатором праздника является Ассамблея народов Татарстана. Раньше масштабные гуляния народные проходили в центре города, но постепенно места стало не хватать, и праздничную площадку перенесли на городской ипподром. Оттуда мы вам и показываем праздничные кадры казанского Науруза. А вообще сама традиция праздника существует с начала 90-х годов. Как раз тогда в Татарстане начали организовываться первые национальные общественные объединения выходцев из стран Азии и Кавказа. Несколько лет назад я тоже участвовала в этом казанском Nauрузе, танцевала казахский танец шашу. Видео, наверное, найти уже не смогу, но несколько фоточек покажу в нашем телеграм-канале YouTube Татарчики. На самом деле широкой традиции празднования Науруза в Татарстане у татар никогда и не было. Но некоторые локальные праздники все равно происходили, и обычно инициаторами этих праздников были муллы, которые получали образование в Средней Азии и оттуда привезли сюда традицию празднования Науруза. Однако в татарском фольклоре сохранились Наурuz-бейтлары или Наурuz-такмаклары. Группа юношей, реже мужчин, заранее готовили благопожелания. Разучивали их уже из записанных ранее или составляли новые, иногда для кого-то даже персонально. Сочинения записывали в свитки, длиной до 15 метров, они назывались Наурuz-таяклары. Таяк – это палка. Дальше все напоминало традиционные колядки. Мужчины обходили дома, пели песни, получали вознаграждение. Например, сохранился такой такмак. Аш ишеген керебез, Наурuz әйтә киләбез, хәер дуга кылабыз, аш сый көтеп торабыз, Наурuz мүбәрәк булсын. Татары не готовили сумаляк, а сами праздники отмечали лишь в отдельных районах проживания татар, в частности в Астраханской области, частично в Тюменской, Омской областях. Праздник здесь назывался Эмель или Амиль, от слова хамель, обозначающий месяц март. У сибирских татар празднование сводилось к коллективному обходу домов с новогодними пожеланиями, в котором принимали участие либо дети, либо все желающие. За это они получали угощения. В деревнях готовили кашу из пшеничной крупы, реже из рисовой. Кстати говоря, сегодня в сибирских деревнях этот праздник сохранился до сих пор. У астраханских татар тоже готовили кашу, на угощение приглашали соседей. В этот же день или в другой проводились различные состязания. Подарки для победителей, как правило, выделяли зажиточные жители аулов, а главными в состязаниях были конные скачки и борьба. У поволжских татар больше распространен обряд карга буткасы или грачиная каша. В истоках праздника древнее поверье о том, что весну приносят на своих крыльях грачи. Дети также ходят по дворам с частушками, желают хорошего урожайного года и собирают крупу на коллективную кашу. Каша после этого готовится на специально отведенном месте, и все желающие принимают участие в этой трапезе. Детям устраиваются разные игры, состязания, собранные из подворья яйца свариваются вкрутую и их катают с холма. Например, сохранились вот такие заклички на карга буткасы. Зәр зәрәгә, иртә торып берсе көнгә сүрән. Абыстайлар, түтәйләр, чыгарыгыз күкәйләр, хай диләр, Гали абзый бай диләр, бер-ике гәрәнкә май диләр, май өстенә сөт диләр, сөт өстенә май диләр. В некоторых деревнях праздник существует и сегодня. Почему Наурус не прижился в наших широтах, я думаю, понятно. На Волге в это время еще сельскохозяйственные работы не начинаются, еще очень рано и зима еще не отступила. Зато примерно в это же время у татар проходили другие обряды. Карга буткасы, про которые я уже рассказывала, или боскарау, бос-узату. Это когда вся деревня собиралась на берегу реки и провожала лед, который утекал, и река в полной мере раскрывалась, и это означало уже приход настоящей весны и уход зимы. В
Вот такая история нашего прекрасного общего тюркского праздника. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно поставьте ему лайк и подпишитесь на наш канал, если еще этого не сделали. И обязательно отправьте это видео всем своим друзьям, любящим весну. Если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, обязательно переходите в наш телеграм-канал YouTube Татарочки, ссылка на него есть в описании к этому видео. Там вы очень легко, в пару кликов можете отправить нам любой донат и подписаться на наш закрытый телеграм-канал для патронов. Сделать это очень просто, с любой карты мира, из любой точки нашей планеты. И хочу сказать спасибо всем тем, кто нас продолжает поддерживать. Именно благодаря вам мы можем и дальше снимать и выпускать эти видео. Итак, как я вам сегодня уже рассказывала, мы с вами вместе погуляли по праздничной площадке, организованной в Казани силами местных диаспор и коренных народов. Предлагаю вам еще прям на самую малость погрузиться в эту праздничную атмосферу. Еще раз поздравляю вас с этим прекрасным праздником, поздравляю с приходом настоящей астрономической весны и желаю, чтобы всем нам эта весна приносила только радостные и хорошие новости. Ассаламу алейкум, хурматли азиз мехмондар. Geçmedin kuz oldun da keçleri